Ассаламу алейкум. Инспектор Кури, водительское удостоверение, техпаспорт, страховой полис ОСАГО предъявите. На улицах села Кантышево разворачивается оперативно-профилактическое мероприятие «Заслон». Расставлены несколько внутренних постов МВД. Весь личный состав совместно с кинологической службой останавливают водителей и проверяют документы. По базе проверки ГИА. Нарушителей доставят в сельскую администрацию, где проходит встреча представителей МВД Ингушетии во главе с заместителем начальника ведомства с общественностью села Кантышево. Мероприятие направлено на профилактику и выявление административных правонарушений. Например, лихачество на дороге, выезд на встречку, высокая скорость и, как результат, аварии на каждом шагу. Это мероприятие сегодня дает такое значимое место, занимает значимое место. Почему? Потому что те нарушители, которые мы знаем, что у нас, что творится на дорогах, сколько у нас гибнет молодых людей, если человек нарушил нарушение, то делает нарушение, то составляется протокол, приводится, разъясняется. С нами присутствует имам этого села, участковый, замначальника полиции по общественной охране порядка Мамаев Магомед Алиевич. Действительно, мы понимаем, что мы где живем, что это наша республика, что это мы единое целое. И я хотел бы, чтобы каждый человек, который выезжает из дома, понимал, что его ждут дома родители, и что также и тех же людей, которые ждут, чтобы они хоть как-то вели себя порядочно во всех направлениях. Беспорядочная стрельба по поводу и без конфликтной ситуации здесь также не редкость. Все это, как правило, приводит к необратимым последствиям. Затронули и проблемы наркомании, а именно обозначая факты продажи, хранения и употребления. По словам собравшихся, в последнее время молодежь пристрастилась к синтетическим наркотическим средствам. Неокрепшие умы в погоне за выгодой остаются обманутыми так называемыми барыгами, распространяют наркотики методом закладки и губят жизни сотни молодых людей. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, мероприятия пройдут во всех населенных пунктах. Правоохранители уже успели побывать в Сунжинском и Болгобекском районах с целью довести до общественности острые проблемы, стоящие на повестке дня. На очереди Джайрахский район. Ада Мережкова, Асхаб Белакиев. Новости 24.